Доброе утро, друзья! Новый день продолжает свой эфир в студии Екатерины Винокурова и Дмитрий Никифоров. В связи с 15-летием нашей программы нас поздравляют совершенно все. Самое главное, поздравляете вы нас, дорогие телезрители. От души поздравляю, очень хорошая передача, добрая. И очень всегда приятно смотреть что-то интересное о наших земляках. Хочу, чтобы это дальше продолжалось, чтобы ваша передача развивалась. Было очень много интересных репортажей в этой передаче. И по-прежнему нас все это радовало. Новых людей, новых каких-то идей. Ну, с днем рождения. Поздравляю, желаю также, чтобы работали для жителей республики, для народа. Желаю вам всем работникам всего самого хорошего, продуктивности в работе вашей, ну и здоровья, самое главное. Желаю дальнейшего процветания вашей программе, развивайтесь и всего вам хорошего. На это говорят передачи, вы всегда хорошие говорите, поэтому я поняла, что люди нуждаются. Люди нуждаются, поэтому вы всегда будьте с нами внимательны, ответьте на наши запросы. Вот такое пожелание. Поздравляем, жить не тужить, процветать и нас радовать, зрителей. Доброе утро! В эфире программа «Новый день». И мы очень рады, что это утро вы встречаете вместе с нами, с Леонидом Анциферовым и Надеждой Росовской. Вот так начиналось утро нашей программы в 2014 году. Сегодня мы рады представить наших замечательных гостей. Это Надежда Росовская и Леонид Анциферов. Я думаю, все вас узнали. Одна из любимых пар наших телезрителей. Это точно, это 100%. Доброе утро. Доброе утро. Безумно рады вас видеть. Каждый день встречаем ведущих всех годов нашей программы. И очень приятно общаться с каждым и повспоминать об этом приятном времени. Да? Расскажите, как вы оказались в программе «Новый день». Рассказывай, Надя. Ну, у меня несколько было таких заходов, сезонов, потому что я была и в самом начале программы, и в 2014 году был мой последний визит. Но вспоминаются очень такие моменты яркие, да, которые... А попали мы как? Нас кто-то же пригласил, да? Анна Кто-то пригласил. Да, Анна Кириллина нас Пригласила, да. Да, и Михаил Сергеев. Так. Да. Нас пригласили, вот сказали, попробуем поработать в паре. Ну и вот так у нас как-то хорошо вроде Сложился выходило. тандем. Да. Ну да, мы чудили все время. Да? Мы старались чудить. Нас, конечно, очень сильно пытались осадить в этом плане, но мы творили невозможное. Мы прорывались сквозь все препоны. Ну, было весело. Но помнится, такие эмоциональные потрясения. Мы очень переживали, когда не приходили на эфир гости по каким-то причинам. Да, вот если вспомнить такие случаи, да, Курьезные. казусные, да? Например, я помню очень хорошо, когда гость не пришел, Леонид побежал на кухню, быстренько принес и приготовил в микроволновке. У нас кухня была тогда. Да, у нас была кухня. Почему у нас кухня сейчас? И мы готовили кекс. Потому что сейчас есть доставка. А тогда ее не было. Я помню, оранжевая яркая кухня. Да, красивая. именно тогда это было. И Леонид Я быстро... приготовил кекс в кружке. Откуда продукты? Я не помню, Нет, откуда у мы нас там. тогда, мы жили, буквально все Да, жили, у нас все тут было. уже были какие-то запасы, там, и Так. вот из того, что было, как говорится, и раз получился Вот кекс. почему Шоколад. выгодно иметь всегда Да, продукты. да. А еще я помню тот случай, когда к нам приехал итальянец. Помните, он приехал без переводчика. Профессор, да, получилось Да. так, что он пришел Так. на эфир, он приехал в университет читать лекции. Я не помню, по какому предмету, что-то наподобие этнографии или этнолингвистики. Он пришел, а переводчица не пришла. И Леонид, и do you так speak English? И так получилось, что он разговаривал по-английски, и вот вместо переводчика поработал я.
Ну, было здорово. А Выкрутились. я помню, мои дети были на эфире, администраторы держали их, чтобы видели меня, потому что очень плакали и переживали, что маму не видят. Ну, так получалось. Я помню, когда я проспала, Леонид меня разбудил за 40 минут до эфира, я неслась, меня останавливали сотрудники ДПС. Это переживали все, вся команда. Я хочу сказать о том, что по ту сторону камеры очень много людей, которые работают. Я неслась, остановились сотрудники, и я умоляла: ребята, пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня, я ведущая утреннего канала, я приеду, я еще тут Я не пристегнута, да, вы составите все протоколы, и я сдамся. Только, пожалуйста, дайте мне отвести эфир, меня ждут. И на мое счастье, один молодой человек узнал, и сказали: ну да, отпустите. И каждый раз, когда они меня видели, все время этот борт здоровался со мной. Доброе утро, здравствуйте. Вот, ну такие вот моменты. Была еще очень хорошая передача, когда к нам приходили так называемые рекламные гости. Я сейчас не помню, кто это был. По-моему, то ли индустрия... Нет, спецодежды. Магазин спецодежды. И они приносили новинки спецодежды. Это была очень супер крутая сварочная маска, внутри напоминавшая шлем Дарта Вейдера, чем я, конечно, не преминул воспользоваться и сказал в камеру: «Я твой отец». Ну, у нас было, да, здорово. Ну и, знаете, очень у нас такая команда в то время была, сезона очень интересная. Да, вместе с вами пришло очень много новых лиц, да. Среди них, кстати, Айнара Мижева в то время была по девичьей фамилии. Сегодня она Айнара Сокольникова, если вспомнить ее. Конечно, мы её конечно. помним. Умница, красавица. И она передает как раз свои поздравления именно сейчас. Всем здравствуйте! В передаче «Новый день» я была ведущей 5 лет назад. За год работы я работала с 5 соведущими, получила большой багаж знаний и приятных воспоминаний. В передаче «Новый день» трудится большая команда. Это звукорежиссеры, корреспонденты, режиссеры, операторы, редакторы. Те люди, которые делают ваше утро добрым, приятным и уютным. И я очень рада, что я была частью этой команды. С днем рождения, Новый день! Какие замечательные поздравления, спасибо большое, но мы продолжаем общаться. Надежда, вот что за ручка у тебя в руках, не могу не спросить. Это подарок, это мой талисман. Подержи немножко неподвижно, чтобы... Да, конечно, я подержу. Это талисман, это в начале самом, то есть 15 лет назад, когда я пришла, начинала только журналистом. После этого вела рубрику кулинарную, да, читала погоду, это было за счастье. Мне подарил очень-очень такой благодарный телезритель. Меня просто встречали возле павильона и вот подарили такую ручку. Я очень прониклась тем, я поняла, то есть на тот момент это было... Ты понимаешь, что когда начинают тебя узнавать, что вся республика смотрит, и ты несешь такую ответственность, и это важно разбудить. Конечно. И я подумала, что это пусть будет таким талисманом, и я ее всегда беру на эфиры. Здорово. А паста не заканчивается? Ну, нет, ее можно поменять. Она не пишет. Она в таком, кстати, первозданном виде очень Это сохранилась. парадная, только вот на эфире. Да. Хранится в вакуумной упаковке. В воздухе парит. А у Леонида есть своя история. Да, а я вот нашел рубашку, в которой выходил на эфиры. Специально для нового дня была приобретена. До сих пор, вот видите, вот та самая как рубашка, новенькая, да, С тех времен. с тех времен. Здорово. Ты тоже сохрани свою рубашку. Думаешь? Когда будет 20 лет, юбилей, вы придете и скажете: Придешь, это будешь та самая рассказывать. рубашка. Может, я еще работать буду? Ну да, конечно. Надь, ну я знаю, что был такой еще интересный смешной случай, когда начинали вы работать вообще изначально в паре с Эдуардом Рудыхом, да? Да, да. Ага, давай напомним эту историю. Ну, да, эта история произошла чуть-чуть попозже, когда мы уже в сезон вступили работать с Леонидом, но, опять же, мы вышли после эфира, рассели свои машины, и ко мне подошла одна телезрительница почтенного возраста, и она сказала: ну, чем тебе Эдуард-то не угодил, а? Х, девка! То есть чита Трофимовых, да, как-то заложила в голове, что мы партнеры и в жизни, и
на экране, что мы семья. На самом деле это же не так. Вот, и, в общем-то, вот такой был случай. А у кого-то вот сериал. Да. И, кстати, вот кто у нас? Ларина Сукуева, да, официально с Развеяла этот экрана миф. развеяла этот миф. Да, приглашала нас Да, в свою программу. Пригласила нас в программу как Допытывала, да? город женщин, да, был? Нет. А, Да, «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна», да. И наконец-то все мифы были развеяны, все недомолвки были домолвлены. Я после кулинарной рубрики тоже в таких ситуациях, как всегда оказывалась, у меня всегда спрашивали рецепты. То есть и все, кто приходили рядом со мной, они не удивлялись, потому что просто люди подходили, там, что там нужно было. Но утром, когда я приходила домой после эфира, соседка со мной не здоровалась, говорит, здоровались уже. То есть вот такой момент. А еще помню, когда-то мы ездили, то есть телевидение для меня хобби. Вторая моя работа в образовании. И я помню, приезжаем в Улус по работе, у нас была профориентационная работа, мы встречаемся, у меня день рождения. И меня приглашают, и куча, 60 человек пришли на ужин, и все меня поздравляют с днем рождения. То есть это так было приятно, и все знают, и все говорят. Ой, вот это вот заряд энергии, конечно, такой, знаете, положительный, когда ты знаешь, что по ту сторону тебя ждут. И ты каждое утро несешь какую-то полезную информацию для зрителей. И позитивное И настроение. позитивное настроение, да, это важно. Но чем вам запомнится работа в «Новом дне»? Что она вам дала? Да? Ну, дала, конечно, это опыт. Да, это опыт, это общение с хорошими людьми, со многими из тех гостей, которые к нам приходили, мы до сих пор поддерживаем взаимоотношения. Теплые отношения, Да. дружеские, с кем-то даже дружим. И, конечно, это вот впечатление на всю жизнь. И, знаете, иногда приходят гости, которые с ног на голову переворачивают твое сознание, потому что настолько интересные и настолько чего-то нового несут. И каждую частичку у нас очень было много ярких Да, было много эфиров. ярких гостей, да, было много Эфиров очень и гостей, ярких людей. которые помнятся. Согласна со всеми вашими словами. Огромное спасибо, что были этим утром вместе с нами. Я думаю, телезрители тоже вас очень были рады видеть. Спасибо, плодотворной работы. С праздником нас всех! С праздником, дорогие друзья!